Термобелье у нас из термополотна, это такой мягкий трикотаж с начесом. Амалия Успенская занималась пошивом детской одежды. После начала частичной мобилизации поняла, хочет помочь нашим ребятам. Тогда ей пришлось перепрофилировать производство. Мягкие фланелевые ткани для детских пеленок заменила на термополотна и брезентовые материалы. После сняла помещение и начала поиск волонтеров. Просто сидела дома в декретном с маленьким ребенком, решила то, что нужно чем-то помочь, есть машинки, и решила шить. Отправили уже первую партию, 210 термобелья, 214 балаклав, подшлемники. Сейчас шьют термобелье, балаклавы, снуты, подшлемники, пятиточечники и нижнее белье для военных госпиталей. Каждому комплекту записка со словами поддержки. Ткани выбирали с учетом погодных условий местности, где находятся бойцы. Смена одежды нужна всегда, то есть они не имеют там возможности стираться, сушить белье. Мы предоставляем термобелье, балаклавы, которые тоже это как сменка считается, также трусы, носки. К общему делу подключились некоторые жители района. Шить другую одежду учились вместе. Выкройки искали в интернете, советовали с опытными швеями из других регионов страны. Сейчас шьют и дома, и в самом ателье. Эта команда около 25 человек. Ночью я листала ВКонтакте и увидела в ленте, Амалия выложила запись о том, что ей требуется помощь, и я с удовольствием решила прийти помочь. Когда-то в свое время училась на швею, пригодилась. Всегда хотела помочь чем-то, пригодилась все-таки. Первую машину с вещами для бойцов уже отправили. Следующую партию планируют собрать в декабре. Присоединиться к Амалии и ее команде может любой желающий. О том, что конкретно нужно швеям, можно узнать в группе их волонтерского движения «Шьем для наших» ВКонтакте. Алена Струминская, Владимир Гурьянов, ТНВ, Высокогорский район.